Интервью в эфире «Радио Крым. Реалии». Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» в эфире радио «Крым Реалии». Напомню, что нас можно слушать на севере полуострова на частоте 105,9 FM круглосуточно. Также круглосуточно нас можно слушать на нашем сайте «Крым Реалии». А еще, когда мы работаем в прямом эфире, а вот это прямо сейчас, то вы можете нас не только слушать, но еще и смотреть на нашей странице в Facebook или на нашем канале в YouTube. Можете также подписаться на наш канал в YouTube, тогда вам будет постоянно приходить уведомления о том, когда появляются новые материалы на нашем YouTube-канале. Кто у нас сегодня в гостях? У нас сегодня в гостях программный директор Крымского дома Алим Алиев. Алим, приветствую. Добрый вечер, салям алейкум. О чем, значит, мы сегодня будем говорить? Еще летом прошлого года, 2018 года, стартовал литературный конкурс «Крымский инжир». На этот конкурс тогда было подано 244 работы в 6 номинациях: поэзия, проза на крымско-татарском языке, проза на украинском языке, перевод и женский взгляд. В состав жюри этого литературного конкурса вошли программный директор Крымского дома Алим Алиев, писательница Екатерина Калитко и писатель и киносценарист Андрей Курков, член Союза писателей Украины Шевкет Юнусов и другие. И 1 декабря 2018 года были объявлены победителем. Мы не будем сейчас всех их перечислять, абсолютно всех победителей. Но в мае 2019 года на международном форуме «Книжный арсенал» в Киеве прошла вот уже тогда презентация этой украинско-крымско-татарской антологии «Крымский инжир». Вот сейчас у нас тот, кто нас не только слушает, но смотрит, то может увидеть эту книгу. «Крымский инжир» называется, которую сейчас держит в руках Алим Алиев. Она объединила лучшие произведения участников вот этого самого первого украинско-крымско-татарского литературного конкурса, который состоялся в 2018 году. Алим, если можно, да, вот что это за произведение? Говорю честно, да, я видел только несколько страниц из этой книги, не читал полностью. Что это за произведение? Ну вот я принес в редакцию Крым Реалии такой подарок, поэтому я надеюсь, да, у вас будет такая табличечка, и кто первый взял, второй взял, по очереди будете читать. На самом деле, действительно, мы выбрали лучшие произведения поэзии, прозы, которые касаются Крыма. Кто-то писал о своих воспоминаниях о Крыме до оккупационном и в первые годы оккупации. Кто-то писал, например, крымстарская поэзия, стихотворение, которое выиграло, это о Бахчисарае, то есть о том, как разрушать эти памятники, что это означает для крымских татар. А также в категории перевод у нас есть переводы уже украинских писателей: Сергея Жадана, Марьяны Киановской, Марьяны Савки и остальных на крымстарский язык, так и есть переводы с крымстарского на украинский язык. Мне кажется, что это очень важный такой процесс познания друг друга на уже более глубинном уровне, через литературу, через слово, да, и вот буквально... Я, может быть, забегаю наперед. Буквально месяц назад мы объявили о втором конкурсе «Крымский инжир», и я надеюсь, что мы в этом году также получим хорошие, качественные, интересные тексты. Мой вопрос Алиму Алиеву, программному директору Крымского дома. Что можно назвать крымско-татарской литературой? Должна ли обязательно крымско-татарская литература быть написана на крымско-татарском языке? Или это может быть литература, которая написана на украинском, русском языке, может быть, на каком-то другом, на английском, например, языке, но при этом автор... И обязательно ли крымско-татарская литература должна выходить из-под пера или там из-под клавиш на компьютере крымского татарина? Отличный вопрос, и мы очень много дискутируем как с членами жюри. Можно ли считать крымстарской литературой, например, поэзию, написанную на русском языке, либо на турецком языке. Да? Большая часть склоняется, что все-таки эта языковая компонента важна сегодня с точки зрения того, что крымстарский язык в достаточно нелегкой ситуации, и в том числе такие конкурсы помогают развивать язык. Да? Но если смотреть в классическом смысле, то, скорее всего, крымстарская литература, это мой субъективный взгляд, может быть написана на разных языках. Считается ли она крымстарской, если она написана человеком не крымским татарином этнически?
Это второй вопрос уже. Угу. Хорошо. Есть еще у нас один важный момент. То есть вы сейчас, мы теперь дальше немножко идем от, собственно говоря, литературных вопросов. Я так понимаю, что сейчас вы представляете, в том числе, как это было раньше утром в газете вечером в куплете, да, сейчас вот у вас ваша книга, она немного оживает. Или много оживает, да, и вы ее возите, эту книгу, и некоторых авторов, которые присутствуют в этой книге, возите по украинским городам, по городам материковой Украины. Где были, с кем встречаетесь, что это за мероприятие? Собственно, мы уже проехали 4 города. Мы были в Мариуполе, Херсоне, Одессе, Ужгороде. И в пятницу, в субботу-воскресенье, эту субботу-воскресенье мы будем в Харькове. И в понедельник, во вторник мы будем в Краматорске. Собственно, разные поэты и писатели, которые являются победителями и финалистами конкурса, читают свою поэзию, читают свою прозу на 2 языках, крымстарский и украинский, даже иногда на русском читают, и таким образом знакомят жителей других регионов. Почему мы выбрали именно эти регионы? Потому что вот, то есть такое, можно сказать, пограничье. Пограничье, да. Я когда выбирал эти регионы, я понимал, что это деоккупированные регионы, как города, как Краматорск, Мариуполь. Это города с достаточно пестрым, мультикультурным составом, как Ужгород, Одесса. Это города, которые ближе всего к Крыму, как Херсон, да, и Херсонская область. И, собственно, вот мы очень долго, оказывается, не выстраивали вот этот культурный диалог с другими городами. Он происходил в Киеве, он происходил во Львове, но меньшей степенью, либо в принципе он не происходил в других городах, к сожалению. А когда говорите о культурном диалоге, вот, кто приходит на эти встречи? Кто ваша аудитория? Мы, конечно же, в первую очередь направлены на местных жителей. И поэтому у нас, помимо литературных чтений, у нас есть дискуссии. В каждом городе дискуссия называется, вот, например, сейчас будет в Харькове, Харьков та Крым, погляд в майбутнє, то есть Харьков и Крым, взгляд в будущее. А вам не сказали, например, местные активисты о том, что это что же вы там, как вот бы в Ужгороде... там будущее Крыма, что ли, пророчите? Нет, конечно. Вот в Ужгороде как раз-таки были эти опасения, но мы, конечно, задаем эти провокационные темы для того, чтобы в публичном дискурсе тема Крыма звучала. Вот Крым все больше и больше боятся. И это меня настораживает. Сейчас с нами поэт Ильми Умеров, и будут местные харьковские активисты, где мы будем говорить, каким образом и налаживать мосты, каким образом снова же таки говорить друг с другом, и каким образом мы можем помогать нашим соотечественникам, которые живут в оккупированном Крыму. Мы сейчас к разговору присоединяется к нам Серая Кокчеева-Усеинова, поэтесса и победитель конкурса «Крымский инжир» в 2018 году. Серая, добрый вечер. Добрый вечер. Вот поделитесь с нами, насколько нам известно, вы были тоже на одной из вот таких встреч. Я так понимаю, это Одесса, да, была? Сиаре Ханум была в Одессе, в Херсоне и в Мариуполе. Какая аудитория какого города вам больше всего понравилась? Вы знаете, тур получился очень необычный и интересный именно тем, что города были очень разные, аудитория была очень разная, по-разному относящаяся к нам, по-разному подготовленная и, видимо, ждущая от нас каких-то разных посылов, наверное, мне так кажется. Но Мариуполь мы увидели, услышали больше, наверное, на следующий день. Мы попали в дождь немного. Но, в общем-то, Мариуполь был первый и был, наверное, самый необычный для меня, потому что он мне показался таким спящим городом, который, вы знаете, было такое ощущение, мне хотелось то выйти, то выйти от безнадеги такой, то временами петь от радости и надежды, потому что
мне сначала показалось, что вот нельзя, не вижу того, что хочет ко мне видеть, я не вижу надежды в лицах, что ли, не знаю. Хотелось бы донести то, что мы говорим. А потом мы услышали, как воспринимали Сашка Положинского, увидели слезы в глазах, увидели, как они воспринимают его музыку, его тексты его песен. И я поняла, что здесь живет такой скрытый потенциал надежды на будущее. Мгм. Вот, да. Да, тут у нас в студии Алим Алиев, программный директор Крымского дома. Что, Алим, вы хотели сказать? Вот, собственно, Сиария Ханум очень хорошо подчеркнула относительно Мариуполя, и вот тогда мне тоже город показался, я написал, что город, который трансформируется и пытается трансформироваться из города для 2 заводов на город для людей. А вот не было ли там, вот в Мариуполе, ну, потому что все-таки юг Донецкой области такая территория, которая традиционно она населена, ну, там проживают после событий, после первой российской аннексии, там проживают греки-урумы, хотя, ну, да, то есть тюркоязычные греки, скажем так, да? Есть, вот насколько им близка история крымских татар и Крыма как такового, потому что, да, вот те урумы, которые там есть, для них Крым, это по большому счету такое родное очень место, несмотря на то, что их выселили еще там 200 лет назад. Вот они приходили, они интересовались крымскими татарами, они слышали родную речь? Они точно приходили, и вот Сиария Ханум, наверное, дополнит меня, и они были на нескольких наших событиях. Да, у нас в каждом городе 3 события. И вот я знаю, что они приходили на мастер-классы Рустема Скибина, да, и то есть очень долго с ним общались насчет этого. И кажется, вот Сиария Ханум, также с вами был диалог, правда? Хотелось бы, чтобы, если честно, очень хотелось бы этот диалог продолжить, потому что мы говорили о том, что, возможно, мы бы поискали даже какие-то общие корни, потому что я точно знаю, что деревня, откуда мои родители, имеют урумские корни. И я знаю, что многие деревни, города, они перенесли просто название в ту часть, куда они попали. Там мы увидели, когда уезжали, сердце защемило, когда мы увидели, уезжает Старый Крым, Мариуполь, Старый Крым, Мариуполь, Ялта уезжала. Я знаю, что есть деревни антиниты, возможно, там есть какие-то наши какие-то общие корни можно поискать. Хотелось бы с ними, наверное, ближе пообщаться. Понятно, спасибо вам. Сиария Кокчиева-Усейнова, поэтесса и победитель крымского инжира, была с нами на прямой телефонной связи. А с нами в студии остается Алим Алиев, программный директор Крымского дома. Такой вопрос. Если все это делается, я так понимаю, все это делается для того, чтобы активизировать тему Крыма в Украине, о котором у меня нет исследований, да, но вот есть ваше экспертное мнение, есть мнение других людей о том, что как-то мало говорят сейчас в Украине о Крыме. С другой стороны, а вот насколько вообще литература – это тот путь, с помощью которого можно пробудить интерес к Крыму? Потому что если мы возьмем там количество издаваемых книг в Украине, да, оно будет, наверное, ничтожно мало по сравнению с пользователями там социальных сетей или там тех людей, которые смотрят телевизор и так далее. Если говорить о международной практике, то это называется soft power, вот это мягкое влияние, когда мы не напрямую в лоб говорим вот крымцы, Украина, да, а когда мы через тексты, вот через какие-то такие интеллектуально-эмоциональные вещи доносим этот месседж. И помимо литературы, где-то мы делали концерты, джазовые концерты, либо мастер-классы по гончарному искусству. И также мы проводили вот эти общественно-политические дискуссии. Но с музыкой там немного другая проблема, на мой взгляд. Да? И иногда бывает так, что люди слушают хорошую музыку, они могут даже напевать, могут даже знать, а потом как бы им так делают круглые глаза, говорят: о, да, неужели это там он из такой-то страны или из такой-то области, или там вообще узнают, неужели этот исполнитель, он наш, свой украинец там? Вот мы 5,5 лет наконец-то начинаем узнавать друг друга. И этот процесс, наверное, бесконечный, когда мы вот просто
до этого все время мы только слышали друг от друга стереотипы, мифы, они только вот наслаивались, да, сейчас мы как раз-таки начинаем вот, извините, щупать друг друга, понимать, кто мы есть друг для друга, да, и через тексты, через литературу вот это проникновение, наверное, намного сильнее, вот через культуру, через какие-то образовательные проекты, как по мне, потому что люди, давайте быть откровенными, устают от негативных тем. Люди пытаются прятаться, а здесь люди, во-первых, впервые слышат крымстарский язык, впервые слышат на своем родном украинском языке поэзию крымско-татарскую снова же. И еще одна важная вещь, что люди, которые приходят, они общаются как с жителями Крыма, так и очень часто задают вопрос: слушайте, а чем мы можем сейчас помочь? Такой вопрос. А есть ли произведения крымско-татарских авторов, классиков или современных в школьной программе украинских школ? Вот сейчас это включают, и буквально сегодня я это уже, наверное, так наперед анонсирую. Мы с Министерством образования и науки готовим 150 комплектов, в том числе и крымского инжира и других крымских книг для лучших школ по всей Украине, которые получат именно вот эти тексты. И в литературу, в школьную, также сейчас включаются хоть пару, но крымстарских текстов. С историей чуть лучше процесс происходит, потому что там и группа собиралась, и сейчас тексты по истории Украины, да, которые разделяли нас постоянно, они сейчас пересмотрелись, и там есть и та, и другая сторона представлена. Угу. Хорошо. Алим Алиев в нашей студии, программный директор Крымского дома. И еще один момент. Вот с этой вашей акцией «Крымский дом объединяет сердца» вы планируете объехать вообще все города Украины? Да, сейчас у нас только 6 городов, 6 регионов, и 7-й Киев, где мы 25 августа представим большой open-air концерт. Он будет, кажется, 7 либо 8-часовой, с 3 часов дня. Как это можно выдержать? Вот, собственно, я думаю, очень хорошо это можно выдержать. С 3 часов дня до 11 вечера мы приглашаем всех, он абсолютно бесплатный, на майданчик, на площадку Музея истории Украины. Это недалеко от Пейзажной аллеи, там такая сказочная площадка, где у нас будут выступать и ныне уже упоминавшийся и Александр Положинский с гуртом Бовье. Хедлайнером у нас будет Джамала с большим часовым концертом, и украинская группа Курбасы, и крымстарская певица Эльвира Сарыхалил, и Мусафир, наш ансамбль, который здесь в Киеве находится, и панк-рок группа Шатургудур. Вот на этой... Мне часто говорят, где радостные новости на радио Крым Реали. Вот радостные новости. На этом мы ставим многоточие в нашей сегодняшней беседе. Алим Алиев у нас был в гостях. Значит, он программный директор Крымского дома, который временно базируется в Киеве. Но я надеюсь, что не в общем... Да, скоро обязательно, ну, как говорят, там, в следующем году в Бахчисарае. Абсолютно. Хорошо. Слушайте продолжение нашей программы через несколько секунд. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Это радио Крым Реалии, с вами Александр Янковский. Напомню, что нас можно слушать на частоте 105,9 FM круглосуточно на территории Северного Крыма. Также можете смотреть, нас можно не только слушать, нас можно еще и смотреть на нашей странице в Facebook и на нашем канале в YouTube. Если вы подпишетесь на наш канал в YouTube, то к вам будут приходить уведомления о том, когда начинаются наши прямые эфиры. Прямые эфиры у нас сейчас пока что выходят так: ежедневно в 12:10 и в 18:30. Вот таких у нас два таких прямоэфирных отрезка. Но о чем, вне зависимости от того, когда это выходит программа в 12:10 или 18:30, мы всегда обсуждаем самые актуальные новости. Итак, о чем мы будем говорить сегодня? А сегодня мы поговорим вот о чем.
Подконтрольные России крымские чиновники намерены обратиться к руководству России с просьбой начать переговорный процесс с Украиной о подаче в Крым днепровской воды. Об этом в понедельник, то есть 12 августа, сообщил заместитель главы российского правительства аннексированного Крыма Георгий Мурадов. Теперь цитирую. «Мы хотели бы просить помочь начать зондаж, может быть, переговорный процесс с украинской стороной о том, чтобы они нашу воду пропускали в Крым. Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ». Вот что сказал господин Мурадов на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в Крыму. Инициировать переговорный процесс, по его словам, необходимо для того, чтобы решить многие вопросы северной части Крыма. Уже отреагировал и представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кореневич. Он сказал, что все претензии государства-оккупанта на Днепровскую воду не имеют какого-либо правового или международного правового основания, и пояснил, что Крым является территорией Украины, Крым не является территорией России, поэтому Россия не может поднимать в межгосударственных отношениях вопросы, связанные с Крымом. Вопросы, связанные с Крымом, может поднимать только государство-суверен, то есть Украина. Второе. Река Днепр не течет по территории Крыма. Украина перекрыла не русло реки Днепр, а перекрыла технологические сооружения, то есть канал, который находится на территории Украины. На это Украина имеет полное право. И третье. По всем подсчетам, пресной воды в Крыму для потребностей населения хватает. В целом, именно государство-оккупант должно отвечать за обеспечение оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами. Но у этого вопроса на самом деле есть небольшая предыстория. В 2014 году, после начала российской аннексии, Днепровская вода традиционно весной не пошла. Она всегда приходила весной на полуостров с 1963 года, но весной 2014 года не пришла. Не была обеспечена подача воды в Крым. За это время на территории полуострова предприняли несколько мер для того, чтобы обеспечить население и промышленность, и, может быть, частично сельское хозяйство этой самой водой. И многократно крымские чиновники говорили о том, что воды на полуострове более чем достаточно. А если недостаточно, то как, допустим, летом этого года господин Баженов, это глава предприятия «Вода Крыма», он говорил, что все, поезд уже ушел, нам эта вода абсолютно не нужна. И теперь мы видим, что новое, свежее заявление господина Мурадова, это, напомню, не просто там, какой-то человек, общественник или просто какой-то человек с активной гражданской позицией. Это назначенный Россией заместитель главы подконтрольного России крымского правительства. Георгий Мурадов говорит о том, что Украина обязана пустить днепровскую воду в Крым. Так что же на самом деле на полуострове? Хватает воды или не хватает? И зачем Россия пытается все-таки получить днепровскую воду в Крым? Этот вопрос я задаю Михаилу Яцюку, заместителю директора Института водных проблем и мелиорации и бывшему первому заместителю главы Государственного агентства водных ресурсов. Господин Яцюк, здравствуйте. Здравствуйте. Но я прошу прощения, мы, конечно, уже много раз с вами обсуждали это, но может быть, кто-то не знает. Может быть, что-то изменилось за это лето. В Крыму сейчас достаточно воды или недостаточно для того, чтобы обеспечить население питьевой водой, промышленность и сельское хозяйство? Води недостатньо. Води недостатньо, і тому якраз і влада Криму звертається до влади Росії, щоб це питання якимось чином почати вирішувати. Тому що, знову ж таки, ми прийшли в сезон серпня, і в серпні ми бачимо, що там в Криму зараз надзвичайно складна ситуація з водозабезпеченням, якраз і населення в тому числі. Населення північної частини і населення східної частини. Я вже не кажу про потреби промисловості, особливо для сільського господарства. Цієї води катастрофічно не вистачає. Тому сьогодні знову ж таки піднялося на порядок денний це питання. Яким чином знайти джерела водозабезпечення? І пройшло 5 років і вже казки про те, що якимось чином будуть там цю воду транспортувати, вони вже їм ніхто не вірить і треба реально дивитися на речі. А реально дивитися на речі, єдине джерело водопостачання Криму – це Дніпровська вода. Єдине, що російські чиновники путають, кажучи, що треба їхню воду подати в Крим, вони трошки
географію чи гідрології не знають, що Дніпро в Крим то не тече, а в Крим вода подається за допомогою гідротехнічних споруд, таких як канал Північно-Кримський. А по-друге, що не можна розділити наша вода, не наша, їхня, чи Дніпро – це транскордонний водний об'єкт. А вот если говорить непосредственно о самом Днепре, истоки Днепра находятся в России. Но, В России, да, в Луганской области, мы знаем. Ага, но Днепр потом течет через территорию Белоруссии и потом Так. через территорию Украины. А вот можно Так. сказать вообще, какая страна наибольше вкладывает, что называется, водных ресурсов в сам Днепр? Может быть, это вовсе и не Россия, откуда берет истоки Днепр? Может быть, это Беларусь, а может быть и сама Украина? Ну, розумієте, це доволі таке складне питання, яке залежить від багатьох фізико-географічних умов. І тут не можна сказати, хто там більше вкладає для того, щоб водність була Дніпра. Угу. Всі вкладають в міру своїх фізико-географічних особливостей. І Росія, і Білорусь, і Україна в тому числі. Україна, побудувавши 6 водосховищ, об'ємом 44 кубокілометри, якраз і вирішує то питання свої господарські для всього господарського комплексу. Тому що Дніпро – це найбільш такий басейн, який найбільш використовується в господарському циклі України і в промисловості, і в сільському господарстві, і в тому числі і в комунальному для водопостачання населення. Тому тут не можна сказати, хто конкретно скільки вкладає. Єдине, що ми можемо визнати, що Україна дійсно за запасами належить до маловодних країн, і ми цілком залежимо від транскордонних водних об'єктів, в тому числі, які приходять і з Росії, з Білорусі, Угу. і з інших. Да, а вот насколько, вот если помните, в этом году, весной этого года, господин Лужков, это экс-мэр российской столицы, он говорил о том, что вообще стоило бы России там перебросить эту воду, перекрыть Украине воду Днепровскую, перебросить ее там в Волгу и куда-то там, ну и так дальше, обеспечить какие-то российские регионы. На ваш взгляд, насколько вообще вот такой проект, он реалистичен? Ну, це маніпуляція фактами, тому що пан Лужко, він політик, він не гідролог і не гідротехнік. Він просто маніпулює фактами по перекиданню стоку. Це нічого не дасть корисного ні для Росії, ні для, скажімо, водозабезпеченості Криму. Тому що шляху постачання води якимось іншим чином, крім через Дніпро і Північно-Кримський канал, не існує сьогодні. Немає такого шляху. Угу. І тому це повна маніпуляція. Якщо навіть буде, дійсно такі проекти розглядаються, вони там будуть перекривати, будуть перекидати стік. Нема куди перекидати стік. І в першу чергу, хто від цього постраждає, це постраждають сусіди білоруси, які союзною республікою там мають бути. І вони в першу чергу, тому що у них теж господарський комплекс серйозно прив'язаний до водності Дніпра. Угу. І тут якби вони завдадуть шкоди, вони, по-перше, зададуть шкоди собі серйозної для екології і для екосистеми басейну Дніпра, і зададуть шкоди всім, хто через територію яких країн протікає Дніпро. Угу. Но дело в том, что вот как раз про экологию как-то Россия, по-моему, меньше всего думала, когда аннексировала украинский полуостров Крым. Но тут еще, мне кажется, один очень важный вопрос. Вот в этих всех перебросках воды и там разговорах, которые инициируют российские чиновники в отношении там возобновления Днепровской воды, подачи Днепровской воды в Крым. А вот само гидротехническое сооружение, Северокрымский канал, то, что оно находится уже фактически 5-й год без воды, по крайней мере, его северная часть канала находится без воды, потому что от центральной и дальше туда все-таки канал используется для того, чтобы перекачивать воду из подземных источников. Вот на ваш взгляд, вот то, что канал находится так долго без воды, есть у вас какая-то информация, в каком состоянии вообще находится канал? Потому что, может быть, и можно открыть теоретически, да, там это задвижки, а просто-напросто сам канал, он уже не сможет транспортировать эту воду. Так, звичайно, канал для того, щоб зараз починати подавати воду, якщо будуть якісь домовленості, звичайно, канал потрібно підготувати. Він дійсно
за 5 років відсутності роботи на певних ділянках відбулися певні там і деформації, і пошкодження, і це може призвести до, скажімо, таких не дуже приємних з екологічної точки зору і водогосподарської точки зору наслідків. Тому канал треба буде готувати, буде ремонтувати і потрібно буде провести певні підготовчі роботи. Звичайно, запустити зразу його не можна. Не можна. Ще один момент, який потрібно враховувати, виходячи з попередньої нашої цитати про Лужкова. Всі забувають про те, що в світі є законодавство, в тому числі і водне законодавство. Є так звана Конвенція ООН про охорону транскордонних водних об'єктів. І річка Дніпро – це транскордонний водних об'єктів. Якщо Росія буде такі речі робити, як там сток виймати, перекидати з Дніпра, це буде порушенням цього законодавства. Тому, знову ж таки, коли йдуть такі заяви політичні, вони повинні розуміти, що це йде порушення законодавства, світового законодавства, визнаного у світі. Тому що ті речі, які сьогодні відбуваються, коли Україна закрила канал, є правила експлуатації каналу, це цілком суперечить законодавству і ніяких порушень в плані експлуатації транскордонних водних об'єктів тут не відбувається. А оце коли річку будуть перекривати Дніпро, то це буде порушення законодавства. Понятно, спасибо вам. Михаил Яцюк был с нами на связи, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Украины. А далее продолжим нашу программу беседы с Борисом Бабиным, экс-представителем президента Украины в Автономной Республике Крым. Борис, приветствую вас. Доброго вечера. Борис, вот как вы оцениваете эту инициативу, высказанную господином Мурадовым, по поводу того, что необходимо, чтобы руководство России просило у України, щоб дали воду в Крим? Ну, добре, що є констатація факту. Тут, звісно, важливі не заяви Мурадова, а повідомлення ТАСС, офіційне російське пропагандистське джерело. Якщо вони кажуть, що нарешті визнається факт проблеми, то це безумовно добре. Як то кажуть, визнання проблеми є певним кроком до її вирішення. Зрозуміло, що воду можна подавати в Крим деокупований, в Крим демілітаризований, чи можна подавати в окремі деокуповані чи демілітаризовані частини Крима воду в перехідний період. Це, як то кажуть, питання для переговорів. Я, в принципі, сторонник такої позиції, що будь-які переговори, які ініціює одна з сторін конфлікту, це нормально. Головне, щоб це відповідало міжнародному гуманітарному праву, відповідно до 4-ї Женевської конвенції, чи джерел, йдуть відповідні перемовини, в якому форматі, то сторони мають визначитись, чи це Мінськ, чи це Нормандський, чи це щось інше. Це вже не так принципово. Ми можемо там викладати нашу мову деокупації півострова, чому ні. Але насправді, звісно, що метою окупанта буде не переговори, метою буде тиск, зокрема тиск на Сході, тиск економічний, політичний тиск на нову владу. І тут вони хочуть, як то кажуть, через таку сумну накопиченість обставин вибити для себе воду в Крим. Я сподіваюся, майже впевнений, що їм це не вдасться, що у нашої влади є мудрість відповідна для ведення переговорного процесу, для оцінки значущості води для деокупації півострова в наступному. Переговоры – это переговоры. Господин Бабин, есть еще один очень важный момент, на который, наверное, стоит обратить внимание, о том, что вот господин Мурадов, этот российский чиновник, он говорит о том, что это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории России. То есть может ли это быть началом такой, знаете, водной войны между Украиной и Россией? То есть Россия действительно, может быть, приступит к реализации того замысла, о котором говорил господин Лужков. Не знаю, насколько он серьезный, этот замысел, но тем не менее. То, о чем говорил господин Лужков, что перекрыть вообще воду Днепра, которая идет в Беларусь и далее в Украину. Пану Мурадову, можливо, якось обережніше ставитись до лікарських засобів, які він вживає, очевидь, та алкоголю, бо, як то кажуть, на інші фактори, такі тези, які він висловлює, ніяк не спишеш. Я не уявляю собі практично, по-перше,
робіт Російської Федерації з перекриття водотоків, бо на сьогодні єдиним, хоча б теоретично можливим проектом є перекидання вод Десни в інші водотоки. Це зменшить басейн Дніпра на відсотки, скажімо так, навіть не на долі. Бо основний водозабір Дніпра, він здійснюється на території України та Білорусі, в Поліссі насамперед. Та вода, яка тече з Російської Федерації вся, це приблизно 1/5, максимум 1/4, нехай буде від водотоку Дніпра. Але її перекрити неможливо, більшість водотоків неможливо перекрити загалом ніяк, не зарегулювати нічим, там равнинна місцевість. Якщо вони хочуть затопити третину європейської частини Російської Федерації, велкам, давайте, хлопці, ми на це подивимося. Якщо вони хочуть рити якісь канали, давайте, нехай роють. Але знов-таки, повторюся, це не вплине істотно на гідрологію річки. Тому це все просто, знаєте, їм слід щось казати. А вже, немає нічого вже нового придумувати. Вони вже, вибачте, якусь біліберду висловлюють, просто для того, щоб хоч щось висловлювати. Понятно. Спасибо вам. Борис Бабин с нами был на связи, экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Я хочу еще зацитировать Владимира Баженова, это директор подконтрольного России крымского предприятия «Вода Крыма». Он сказал о том, что полноценное водообеспечение Крыма возможно только при налаживании подачи воды с материковой части страны, по примеру газопровода и энергомоста. Имеется в виду, конечно же, что здесь господин Баженов говорит о том, что это будет подаваться с территории России, а не Украины. Об этом говорил господин Баженов в этом году. Также он говорил о том, что крайне важно не только добывать необходимые объемы, но и делать это безопасно для окружающей природы. Ресурсы не безграничны, поэтому важно продумать способ доставки воды на полуостров с территории России. Пока что было, в Крыму каким образом, после того, как в 2014 году перестала поступать Днепровская вода Северокрымским каналом в Крым, как решили эту проблему, временно, по крайней мере, решили проблему на полуострове. Во-первых, в 2014 году перебросили воду из реки Биюк-Карасу, которая течет через Белогорск, ее запустили в Северокрымский канал, и с помощью этой воды наполнили водохранилища, которые обеспечивают водой Феодосию, Старый Крым, Судак и Керчь. Но этой воды оказалось мало. То есть даже воды из двух водохранилищ, одно из водохранилищ, которое находится рядом с Белогорском, практически полностью обмелело. Это Тайганское водохранилище. Было много материалов, много фотографий на сайте Крым Реалии, вы их наверняка видели, практически полностью обмелело это водохранилище, этой воды оказалось мало. Тогда что сделали? В октябре 2014 года началось строительство 3 водозаборов в Нижнегорском и Джанкойском районах. Что значит водозабор? То есть просто-напросто пробурили скважины разной глубиной, там 100-120 метров, и стали выкачивать на этих 3 водозаборах, Новогригорьевском, Нижинском и Просторнинском, 200 тысяч кубометров воды в сутки. Всего 12 артезианских скважин, глубину от 110 до 180 метров. Общая стоимость работы обошлась российскому налогоплательщику в 1 200 000 000 рублей. Завершилось строительство водозаборов осенью 2016 года, и по трубам стали перебрасывать эту воду, опять-таки, на восток полуострова. Туда, где действительно самые большие проблемы с водой. Там и на севере полуострова. Но, видимо, сейчас приходят уже к исчерпанию и эти водозаборы, эти подземные горизонты, поэтому и господин Мурадов, напомню, заместитель главы российского правительства Крыма Георгий Мурадов заявил в понедельник о том, что необходимо России начать переговорный процесс с Украиной о подаче в Крым Днепровской воды. А с нами сейчас на связи Юрий Медовар, российский независимый эксперт, кандидат геолого-минералогических наук. Господин Медовар, здравствуйте. Добрый вечер. Да. Как вы вообще, ваша оценка этой всей ситуации и заявлению господина Мурадова, это признание очевидного или есть все-таки варианты какие-то другие для обеспечения водой Крымского полуострова? Вы знаете, эта ситуация зашла на самом деле в тупик. И бесспорно, без Днепровской воды, которая поступала через Северо-Крымский канал, на полуостров обойтись невозможно, потому что этот канал с головным расходом
который составлял 300 кубометров в секунду, ну, для того, чтобы народ понимал, что такое 300 кубометров в секунду, это 5 железнодорожных систем по 60 кубов. 5 железнодорожных систем воды выливались каждую секунду. Что обеспечивало Крым 80% воды? Полуостров. И я хорошо помню, как еще в Крыму в связи с этим даже были рисовые чеки, хотя рис забирает очень большое количество воды. Значит, смотрите, вы только что абсолютно правильно сказали, что про то, что они прошли водозабор. Это подземные водозаборы, не путайте с поверхностными. Они интенсивно выкачивают подземную воду. Водоносный горизонт истощается. Как только начинается меняться давление пластовое, то снизу подтягиваются солоноватые воды, которые пить нельзя. Понимаете, да? То есть происходит загрязнение горизонта снизу, а сверху идет перетекание грунтовых вод. За счет этого увеличивается зона аэрации, и, собственно говоря, испарение с грунтовых вод не достигает корневой системы растений, происходит, соответственно, и увядание почвы, потому что она питается снизу, но заодно увядание и всего того, что растет сверху. Вот все остальные проекты, которые я слышал, а к нам приезжали с Крыма в институт, я помню очень хорошо, какие были предложения. А еще одно предложение, но оно было еще более тупиковое, это перебрасывать воду, да, через водораздел Десну, Десна-Волгу, и, соответственно, потом через Волго-Донской канал, туда через Дон, и акведуком строить еще один акведук к мосту, и гнать воду, соответственно, в Крым. Но это тоже бред. Чем стали пугать Украину? Вот мы заберем эту Днепровскую воду, которая там рядышком находится и течет Днепр по России, да, и после этого опять появятся пороги и прочие прелести, которые убьют судоходство по Днепру. Ну, во-первых, это все бредни, потому что Днепр зарегулирован, система водохранилищ. Примерно сток годовой Днепра, он, конечно, меньше, чем Волги, в 4 раза, ну, примерно 60 кубокилометров там есть. И 60% проходит в половодье. Значит, если забрать, вот гипотетически, мы забираем 2 кубометра с небольшим воды там, наверху в России. Но 60%, это примерно сколько? 26-30 кубокилометров идет. Ну и что? Идет четко совершенно зарегулированный сток. То есть есть диспетчер, который просто будет давать меньше попуски, и Днепр будет сбрасывать просто меньше воды в Черное море. То есть это, понимаете, все тупиковая ветвь. Значит, основная, главная ветвь – это пустить воду по каналу. Больше ничего там придумать нельзя в Крыму. Ага, вот я уже проанализировал вам всю ситуацию. Да. Господин Медовар, а скажите, вот на ваш взгляд, вот все-таки 5 лет значительная часть канала, она уже без воды. Вот насколько такое гидротехническое сооружение, оно теоретически может вообще сейчас быть работоспособным? Значит, отвечаю на вопрос. Надо, во-первых, посмотреть, что успели разворовать, что могли там снять ворота защитные, ну, там где есть металл и не сдать на металлолом. Вы правильно отметили, так как там нет воды, значит, все пересохло, и при запуске воды придет, ну, какая-то часть уйдет на так называемые потери, то есть фильтрацию в борта канала и дно. Но ничего страшного, оно насытится и будет поднимет уровни грунтовых вод, которые можно будет использовать, допустим, в близлежащих территориях. Ну, правильно, конечно, будет насыщение за счет того, что канал пересох. Но это естественные процессы. Фильтрация из каналов, борта и дно, ну и ничего страшного, ну будут потери. Но они, по идее, могут восполниться за счет подъема уровня грунтовых вод в бортах. И, значит, там можно сажать и можно даже рисовые чеки делать. Вот примерно так. Хорошо, да, то есть, насколько я понимаю, то есть ваше мнение таково, что вот альтернативы все-таки запуску Днепровской воды, ну, для в процессе водоснабжения Крыма ее просто-напросто нет. Нет, вот на самом деле нет, потому что все остальные эти варианты с переброской воды, понимаете, вот два там, я помню весь этот, то, что затеял там Жириновский, великий наш стратег и тактик. Вот смотрите,
Годовой сток Волги порядка 250 километров. Ну, будем говорить, Днепра 60. Вот эти 2 кубокилометра — это меньше 1% стока Волги. Их там не найдешь. Плюс Волга загрязнена, собственно говоря. Понятно. Господин Медовар, огромное вам спасибо, что включились. Мы просто уже должны заканчивать через 15 минут окончания нашего эфира. Это программа «Крымский вечер». С вами был Александр Янковский. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, ставьте лайк, и вам будут приходить уведомления. Всего вам доброго и встретимся завтра.